Ассаламу алейкум и доброго дня. На улице прекрасная погода, у меня в руках микрофон, по ту сторону камеры Биаслан Лепшоков. А это значит, что мы снова вышли на улицы города Ставрополя с очередным социальным опросом. На сей раз мы решили спросить у граждан и гостей города, какие кавказские традиции они знают. Какие кавказские традиции вы знаете? Красть жену. Красть жену. Ничего не крал, но ее украл бы. Красть невесту, наверное. Ну да. Ага. Что еще? Определенно. Колым. Колым? Ну да, может. Я с Черкесска, я все знаю. Рассказывайте. Сейчас, что я знаю? Я знаю про... Лезгинка на свадьбах. Ну, это... Даже если это, мне кажется, русская свадьба, все равно традиции народов с периферии так или иначе соблюдаются именно на территории Северного Кавказа. Ой, еще знаю, что младший сын, по-моему, живет с родителями. Абсолютно верно, если тем более это карачаевская семья. Жиза. А что, праздники считаются, там Курбан-Байрам, допустим? Конечно. Там барашку нужно обязательно зарезать. Но оно празднуется же, когда заканчивается сбор урожая. Нет? Ну, не совсем. А слышали про такую традицию? Она особенно популярна у карачаевских девушек. Они поступают в медуниверситет. А, да. И в медколледже. В медколледже, да. Или же парни, которые поступают на юридический. Да, вместе с КФУ в таких. На каком факультете учитесь? А ну-ка напомни, какие тут есть? Гриффиндор, Слизерин, Пуффиндуй. Мы на юридическом. С КФУ, да? С Кавказа, да, прям? Да. А вы зайдите на 9-й этаж в СКФУ. Там только 3 факультета. Кавказские традиции. Ибрагим, пожалуйста, расскажи нам про ингушские кавказские традиции. Вставать, когда заходит старший. Пропускать женщин вперед. Что еще? Может, накинешь еще пару традиций? Нет, Ибрагим, я хочу дать слово тебе, так как ты лучше На знаешь. их поддержку братьев друг друга. Да. На самом деле он много знает, он просто стесняется. Да, он просто перенервничал из-за этого. А так, все кавказские традиции, конечно же, соблюдаем. Превыше всего у нас уважение к старшим, естественно. Какая у вас национальность? Я кумычка. Мы карачаевцы. Вы же понимаете на карачаевце? Да, понимаю. У нас многое с вами похоже. Ну, наши традиции, то, что у карачаевцев, знаю, у вас с платками традицию на свадьбе, вот, обряд снятия платков. Абсолютно верно. Вот. Ну, у нас у кумыков есть традиция там с приготовлением хинкала после свадьбы обязательно. Друзьям жениха его готовят, Невеста. Да. Вот. А то, что подарками обмениваются, золото, это все тоже наши традиции. Так, надо подумать. Ну, я знаю, что они воруют невест у нас. Ага. У вас? Ну, на свадьбах у них есть такая традиция, что они воруют невест на свадьбах. Также у них в традициях, наверное, какие-то угощения они любят дарить. Всякие чак-чаки там, например. Ну, вроде все. Что-то скажете? Бы. Неважно, кто какой национальностью. Маме привет, если меня по телевизору покажут. И Дмитрию Александровичу Чернову тоже. А кто это, преподаватель? Да, по русскому языку и литературе. Да. Укладывание ребенка в колыбель. Абсолютно верно. Это у карачаевцев тоже есть. Да. На 5-ю неделю. Я знаю то, А у какого народа это такая традиция есть? Какая? Укладывание в колыбель. А остальных в колыбель не укладывают? Укладывают, наверное? Выйду ночью в поле с конем. А где можно найти выпуск? Ночка Подписывайтесь темная, на страницу в Инстаграме. тихо пойдем. A few moments later. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Во-первых, кража невесты, у кого-то выкуп невесты, также танец жениха, танец молодоженов, также бывают свадьбы проходят в пару дней, ну, в зависимости от национальности. Также у этих же молодоженов, у невесты бывают различные платки, атрибутика и другое. Наша прекрасная еда, конечно, это что-то с чем-то. Будьте здоровы, тауча. Бирча. Все, спасибо вам. Какие кавказские традиции ты знаешь? Замечательно. Кавказские традиции. Господи, я знаю очень-очень хорошо про традицию, когда девушку крадут
в ковер ее заворачивают. Знаю, что очень вкусные блюда готовят, да. В целом все. И самое главное, это кавказские танцы. Точно, да! Обожаю, когда танцуют кавказские девчонки. Вот это все грация, изящность. Невероятно. А хотели бы сами поучаствовать в какой-то традиции? В какой-то традиции, да, возможно. В ковре, например. Например, нет. В ковре не надо, спасибо. Можно потанцевать. Потанцевать? Потанцевать, да. Или что-нибудь приготовить интересное. Говорят, музыку включить? Давайте. Только будет... Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки, манишь? Восточные сказки, зачем ты мне... Я из Кыргызстана приехала. Кыргызстана? Да. Может, какую-то традицию кыргызского народа? Давайте. На самом деле очень много разных традиций, и я обожаю игры кочевников. Это тоже древняя традиция такая, где собираются молодые ребята и играют на конях, танцуют, да, играют на конях, да, играют, конечно. Вот, то есть у них какие-то соревнования, они выполняют задания с бараном, не с бараном, то есть это очень захватывающе, это очень интересно. Бурсоки готовьте, это очень прикольное блюдо. Бурсоки — это кыргызское блюдо, да? Да, это кыргызское блюдо, даже не то чтобы блюдо, это маленькие лепешечки, вот такие вот квадратненькие, они очень вкусные. А еще лагман кыргызский, просто конечно, отпад. лагман. Я турок. Традиция моего народа. Первый раз, когда невеста в дом заходит, она медом мажет перед входом в дверь. Для чего? Честно, не узнавал это. Ну, знаешь, в следующий раз тогда съедешь. Потом сторона невесты продает стороне жениха подушки. Подушки? Да, на которых они будут спать. У лезгинов знаю, у табасаранов еще, когда невеста входит в дом, по-моему, ломают тарелки, посуду какую-то. В армян тоже так, по-моему. Вот. А для чего это делается? Для счастья, наверное. А еще мед дают молодоженам, тоже знаю. Чтобы жизнь сладкая была. Я знаю, что в Ингушетии есть такая традиция, что жених не знакомится со своей свекровью. Замечательная традиция, да? Ну, не знаю. Теща. Ой, теща. Вот, что еще за традиция? Ну, что-то я не припомню больше. Ну, из общих, что у нас женщины не сидят за столом с мужчинами. Это какая-то общая традиция, точно не скажу. Мужчины привстают, да, по-моему? Да, привстают, когда дамы заходят или старшие заходят, да. Но это тоже из общих. Хачины готовят. Это Кавказские уже традиции. тепло. А какая национальность готовит? Где готовят? Карачаевцы, балкарцы, да. Балкарцы. Тоненькие хачины. Да, тоненькие. Бывали в Карачаево-Черкесии? Да, ну, конечно, на туристических местах. Дамбай, Архыз, Мара. Да, Дамбай, Архыз, Мара нет. Это что? Ничего потом узнаете. Это уже своего рода туристическое место.